обычаю нашего народа, перед началом 7-го республиканского конкурса детской хакасской эстрадной песни «Час канат» мы с вами вместе проведем обряд, который укрепит крылья нашего конкурса «Час канат». Дымом богородской травы очищаем, чтоб вдохнуть в вас воздух. Воздух — это есть свобода и движение. Воздух вдохновляет и воодушевляет. Воздух — это сила разума. Мы освещаем вас стихией воздуха. Огонь — это свет и озарение. Огонь — вид лучистой энергии, символ преображения. Огонь — это сила духа. Мы освещаем ваш путь стихией огня. Alnına rast bolsun palalar. Водой из Серебряного озера Хангуй мы окрепляем ваши крылья. Вода утоляет жажду, растворяет и исцеляет. Вода текучая и изменчива. Вода — это сила эмоций. Мы освещаем ваши крылья стихией воды. Целебной солью озера Туз мы окропим ваши тела. Соль земли дает физическую силу. Земля дает плодородие и изобилие. Мы освещаем ваши тела стихией земли. И наделить неокрепшие крылья час каната силой и качествами пятой стихии поможете вы, дорогие зрители, сидящие сегодня в нашем зале. Пятая стихия — это стихия любви. Ее называют еще эфиром. Сегодня поделитесь своей любовью и не жалейте аплодисментов для нашего часканата. Пусть будет сильными, крепкими, любимыми сегодня в полете все наши участники. В добрый путь, часканат! Добрый день, дорогие гости, родители, участники нашего конкурса «Час канат», 7-го республиканского конкурса. И прежде чем начать наш конкурс, дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю на нашу сцену ведущего специалиста Министерства образования и науки Республики Хакасия Анну Антоновну Танбаеву. Изенек арлық часқанат марының айтысшылары. Уға өңістікпен натыны салчақ бұл марын часқанат. Мен ізеншем бұл часқанат марының ханымдары тыдарына, азы, мен сақчам бұл читінші марын, болар жүмкір, читонжы марын болар, читонынжы марын болар, жүзінші марын болар. Аңзына уға ізеншем. Чоқ егі сақчам болғаны марының пар бозның таққыны, бозның көстік жүзі. Олардың арасында бұл марының көстік жүзі Агир Васарчам Игорь Федорович Багаяковды. Оға алды сарғасырды Игорь Федорович. Мен сақсыл кершім қажын бұл жасқанат, менің қызым кішік болғында бұл көпілі театрында олар сықанар сценаға бастағысына. Мен сақшым олғанар, бүт болар сәдің ұтқанар, ұтырсылғанар, аңсына қомсынан қашарымыз. Ол чүштісті кізе бірше өткін тұтынларға, ұдыр-көдір шоқ ағыздарға, базы чүштісті кізлерінің туған азарға, тағызарға, аңзы бірге қарым бейінча. Аныңар мен жасқанат қамындық алғы сөздері шоқ керістім. Ұспыз бақыз чаячы чүштістарын үзілбезін. Аңды көдір бодырзын. Өйскөлін әрміндік таланық балаларының қыстың прай болыңдардың республиканың шып. Олар сабландырсына қыстың шерне прай Россия зейнінді
Тилеге синенде, мин ага зенчем. Хатта бу сиренне бу өлүкүнөн. Алгыс. Но сейчас, дорогие друзья, разрешите мне представить наше многоуважаемое жюри. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, бессменный руководитель и основатель студии «Часханат» Игорь Федорович Баргаяков. Заслуженная артистка Республики Хакасия, солистка Хакасской республиканской филармонии Мария Васильевна Янгулова. Музыкант, аранжировщик Николай Иванович Смолин. Знаток хакасской музыки. Поэт, музыкант, хакасский Омар Хаям Сергей Александрович Майнагашев, Сибнайков. Спасибо. Ну, дорогие друзья, открывает наш конкурс в номинации 6-9 лет солистка Саскийского района Катя Кызласова, Фурулгы Обатас, руководитель Раиса Сербикешева. Дорогие друзья, давайте с вами договоримся. Сегодня вы дарите нашим участникам свою любовь, тепло. Поэтому не жалейте аплодисментов, поддерживайте наших участников. Итак, Катя Кызласова, Фурулгы Обатас.
Атласова. Күлік тұзыжа. Мен сағын қанда білегі тұршам, мындық балажақтар, мындық сарынар көміліп шықсая, олар бостары түрлерлер, қайдық роттық сықшалар, қайдық неме көдіршалар. И продолжает наш конкурс также представитель из Аскийского района Тамерлан Бастаев. Музыка Игоря Баргаякова «Сурнагаста». Руководитель Андрей Бастаев. Удурлага. Күліп қайдақты. Аплодисменты Тамерлану и, ну, иначе, конечно, не могло и быть, иначе был бы он не Бастаев. И следующий представитель у нас также из Аскийского района Аня Табаргина. Музыка Игоря Баргаякова «Тамжираста». Руководитель Виктория Бурнакова.
заметили, да, просто уже полупрофессионалы, так скажем. Мне сегодня очень приятно говорить о том, что впервые вот за эти 7 лет на конкурсе сегодня есть представители из Ширинского и Орджоникидзевского района. И сегодня впервые, я думаю, сегодня много дебютантов на этом конкурсе, да? И одна из них, дебютантка Рада Трошкина. Парших Сарыны, музыка Георгия Челбаракова, Игоря Баргаякова, руководитель Наталья Калинина, Ширинский район. Удурлаган, Рада Трошкина. Поддерживайте наших дебютантов. Вчера и в Орджоникидзевском районе у нас севернее, конечно, чем в Баскирском районе и в Абакане, да? Поэтому мы с холода вот только что. И завершает номинацию 6-9 лет Софья Самрина. Музыка Нины Катаевой, стихи Валентины Шулбаевой «Задиристые петушки». Руководители Татьяна Машинец, Оксана Шинкарева. Город Абакан.
Да? Ей 6 лет, да? Руководитель, по-моему, послушали, 6 лет. Но сейчас, дорогие друзья, мы переходим к возрастной номинации «Соло 10-13 лет». И открывает эту номинацию Настя Баргаякова. Слова и музыка Игоря Баргаякова, Тюрен Кунижеков. Руководитель Виктория Гимчикова, город Абакан. Баргаякова Настя. Номинацию 10-13 лет соло продолжает Манижа Рыбина, Сурнахаста. Руководитель Ирина Турдалиева, Ширинский район. Olhanaklar, olhanaklar, nasıl hayra
Манижа. А сейчас на сцену выходит ее старшая сестра Малика Рыбина с песней Георгия Чербаракова «Шасхытан», руководитель Ирина Трудалиева, Шаритский район, Удурлага. Конкурс. Мы продолжаем номинацию «Соло» 10-13 лет. И сейчас у нас на сцену выходят представители Орджоникидзевского района. Мне приятно их представлять, потому что выходят на сцену мальчики. У нас это большое расстояние, да, у нас мальчики на сцене поют. Музыка Игоря Баргаякова «Адыжан». Руководитель Сергей Арабкаев. Поет Аяс Баргаяков. Mil
Чирим Хайдах Серик. Поет Монкин Алексей, руководитель Сергей Арабкаев, Орджоникидзевский район. Кто знает, что впереди у этих ребят. Мы надеемся, что будет все отлично. Это же большая сцена. Впервые ребята на большой сцене. Но конкурс есть конкурс. И продолжают эту номинацию представители Бийского района. Угусарны поет Павел Анжиганов. Руководитель Лариса Шулбаева.
десятчизы. Пельдестыкляр. Продолжает номинацию 10-13 лет соло Ксения Сагаякова с песней «Сылык Хакасия». Руководитель Галина Аршанова, Бейский район. Утурлагар, аясабызда карамагар. Музыка Игоря Маргаякова «Арбахор». Поет Алина Павлушова, Бейский район. Руководитель Вячеслав Кочелоров. Show
хорошего настроения. Все-таки сколько у нас в Хакасии, будем так говорить, в наших недрах, еще бриллиантов залежи, да? Им еще шлифоваться на сцене, но сегодня они просто радуют. Меня лично радуют, как вас. Алтайский район представляет Азарика Айошина с песней «Музыка Баргаякова» «Ширим Хайдахселек». Руководитель Мария Откнина. Удурлага Азарика Айошина. Алтайский район. Город Абакан представляет Аима Барашкова с песней «Арчимай». Руководитель Елена Толмашова. Ами, ами,
район представляет Ирина Сергеева, руководитель Елена Райкова, хакасская народная песня «Харазух». Фонограмму не дали, дадим. Есть?
слышно об этом празднике на 9 небесах, всем 9 Творцам. Да пусть услышит об этом Царь Неба весь и открывает дорогу нашим детям, и пусть их промыслы будут чистыми, а дела великими. Номинацию 14-17 лет соло открывает Диденко Кристина, музыка Игоря Баргаякова, стихи Карпия Нербышева, «Нога запись», руководитель Мария Аркнина, Алтайский район. Слова и музыка Игоря Баргаякова «Щирым». Поет Тян Мария, руководитель Мария Аркнина, Алтайский район.
Чугашева представляет песню «Миның Ажа». Руководитель Сергей Талмашов, Аскизский район. Валерия Сунчугашева, «Миның Ажа». Аскизский район представляет Алина Капсаргина. Музыка Игоря Баргаякова, «Кызлас». Руководитель Виктория Бурнакова. Слова Валентины Шулбаевой, музыка Германа Танбаева, «Школа Жа». Поют Александр Саражаков, город Абакан. Руководитель Елена Талмашова. Shut it,
жюри я хочу сказать, что это тоже большое искусство, да, спеть. Замечательно. И завершает номинацию 14-17 лет соло Аяна Торокова с музыкой Георгия Челбаракова, стихи Харкея Нирбышева «Тун Пайрам». Руководитель Виктория Кипчикова, город Абакан. Мы переходим к номинации «Ансамбли». В номинации «Ансамбли» открывает номинацию «Ансамбли» Алтайский район. Тян Мария, Диденко Кристина, Черкашина Марина. Музыка, слова и музыка Павла Баргаякова «Пайхазы». Руководитель Мария Отквина.
Күмүстер. Музыка Георгия Челбаракова «Узак шуртанар шажила». Руководитель Анастасия Турокова, Аскизский район. Аскизский район. Алстузов, старт. Дорогие друзья, все хорошее, прекрасное, конечно, когда-то заканчивается. И наш конкурсная программа 7-го республиканского конкурса детской эстрадной песни «Часханат» завершена. Мы просим наши уважаемые жюри пройти для подведения итогов, которые мы с вами узнаем через 30 минут. Ну а для вас, дорогие наши друзья, мы представляем концертную программу образцовой эстрадно-фольклорной студии «Часханат». Я с большим удовольствием на эту сцену приглашаю солистку студии «Часханат» Таскаракову Регину с песней «Айдым». Удурлага. Baba,
солистка эстрадной студии «Час канат» Ольга Откнина с песней «Арчимай». Приглашаем Туяну Дандарову с песней «Көплө» Удурлана. Цветает
Поет Вика Майнагашева. Адыжан. Поет Лиза Юркова. Хозанах.
Лиза Юркова. И вновь на сцене Ольга Откнина, «Хакасский блюз».
представляют танец «Пингвины». Музыка Игоря Маргаякова, поет Оля Откнина. Тырыщик. Ага.
студии «Часханат». Дорогие друзья, сегодня очень такой знаменательный конкурс, много очень талантливых детей. И нам, конечно, хочется передать эстафету, и мы это сделаем именно, наверное, сегодня на этой большой сцене нашим будущим звездочкам, которые сегодня ярко звучат на сцене, нашей знаменитой сцене. Но сейчас я хочу передать, думаю, наверное, эту песню, эстафету нашему подрастающему поколению. И спою песню Дима Харасух. Ну а сейчас постановка Татьяны Баргаяковой, выпускницы студии «Часханат», «Пробуждение красоты».
дворцовая студия «Час канат», балетмейстер Анна Киникова. Вот и подошел к окончанию наш конкурсный день. Уже подвели итоги жюри. Я хочу заметить и сказать, руководители коллектива все здесь, да? Руководители или родители. Дорогие друзья, мы проводим конкурсы «Час канат». Это конкурс, не просто конкурс ради конкурса, мы проводим его для того, чтобы выявить юные таланты. И чтобы руководители, дети, родители знали, к чему стремиться, чтобы был профессиональный рост. Мы будем продолжать в районах эту работу. И руководителям, особенно, пожалуйста, сюда поближе, сейчас члены жюри, это профессиональные музыканты, аранжировщики, поэт, дадут мастер-класс, рекомендации руководителям, родителям. Пожалуйста, я на сцену приглашаю прежде, да, Игорь Федорович, Николай Иванович, Сергей Александрович, Мария Васильевна. Игорь Федорович, вам слово, пожалуйста. Подвели итоги, здравствуйте, подвели итоги, сейчас техническое отпечатают дипломы, отшлифуют призы, там подготовят все и будем вручать. Ну а пока они там последние штрихи доделывают, хотим сказать вот тоже пожелания. Я вот начну с того, что вот 7-й конкурс «Час канат» проводим, да? 2 конкурса было региональных. В 1999 году был очень серьезный конкурс региональный. В 2003 году тоже был региональный конкурс «Час канат», в котором приезжали дети из соседних регионов. И вот спустя много лет у нас, к сожалению, нестабильно проводится конкурс «Час канат». И вот мы настаиваем в последнее время, чтобы конкурс проводился стабильно и ежегодно. Чтобы был уровень, если мы хотим иметь свой уровень нашей хакасской эстрады, то это должно быть стабильная работа с детьми, это должны быть кадры, что не всегда у нас благополучно, это не хватает специалистов. И сегодня вы убедились, что приехали участники с Орджоникидзевского района, там, с Ширинского района. Вот. Некоторые не всегда имели возможность квалифицированно заниматься, инструмент, там, выучить песни, вот, и зачастую мелодии немножко неправильно поют, там, но это ноты есть, люди грамотные, должны тоже на это обратить внимание. И я думаю, что стабильно вот в этом году конкурс солистов, очень надеюсь, что на будущий год вот это проводит отдел народного творчества Центра имени Кадышева. Мы чем можем, помогаем. Вот, в этом году, вы помните, да, были кустовые отборочные конкурсы в Аскизском районе, тот куст, потом здесь в Абакане были отборочные. Ну, думаю, что на будущий год будет уже упор сделан, наверное, на ансамбль, там, дуэты, там, трио и на массовые коллективы. Это тоже подтолкнет наше ансамблевое творчество национальное. И думаю, что, я еще раз хотел сказать, я говорил, у нас конкурс еще и должен подстегнуть наших авторов, которые пишут. Вот сегодня прозвучали, кроме там Баргаякова, Раисы Сербегешева, прекрасной песни со эскиза, да, можно поаплодировать песни. И чтобы она продолжала писать, чтобы было больше песен, чтобы имела возможность опубликовать, чтобы мы могли эти песни вам передать, чтобы вы учили. Сергей Толмашов пишет песни у нас сверхаскиза. Сегодня, к сожалению, не смогли приехать. Вчера вечером звонили представители Таштыпа, должны были приехать. Тоже, видимо, автобус сломался или что-то случилось, не приехали, не отзвонились. Вот, тоже хотелось бы, чтобы к этому ответственно относились, потому что мы рассчитывали на каждого ребенка, которого отобрали, и по возможности даже пытались помочь, там, отслушать, поучить песни, подготовить
к сценическому исполнению. Ну, продолжит, наверное, мои коллеги, а потом мы вернемся к учению. А вот Сергей Том сейчас скажет свое мнение. Ну, давайте я пару слов. Конечно, музыкальную часть, консультацию, полное понимание минусовки, как должна построена эта часть музыки, вам расскажут специалисты, но я хотел бы обратить внимание на текстовую часть. Все же, если человек поет песню, мне кажется, нужно обращать внимание именно на текст тоже. Конечно, понятно, что человек должен попадать на ноты, допустим, правильно интонирует песню. Но я примерно сейчас пытаюсь изобразить, что значит, как мы поем по-хакасски, ну, на русском языке. Расцветали яблони и груши, пахло туманно тревожно. Если, допустим, я так буду петь по-русски, вам понравится? Ну, наверняка не, да. То есть, смотрите, когда мы поем... В этом особый смак, мне нравится. Если мы будем так, и то же самое, когда я слушаю хакасскую песню, вот надо, конечно, очень точно и правильно произносить звуки. Не расцветали, а расцветали, допустим, да. Но в хакасском языке как это выражается? Допустим, у нас всегда поют по тексту, вот, допустим, кильче, да. Не кильче, не кильче надо петь, а кильче. Потому что в тексте пишется действительно че, как русское че, но реально хакасы никогда че так не произносят. Они кильче, парща, керще, сисче и так далее. Вот этот звук че, он сразу четко дает, знает человек хакасский язык или не знает. Кто не знает хакасского языка, он по тексту заучивает и парча, говорит кильче. Сразу понятно, что человек не знает хакасского языка. И звук очень часто выдает то же самое. Допустим, керщем, да, вижу, керчем. Ну, таким образом пытаюсь сказать. Керчем. Не керчем, конечно, керщем. И я обращаю, конечно, внимание тех, кто занимается песнями. Если, допустим, вы не знаете хакасского языка, то найдите людей, которых очень хорошо произносят и знают хакасские тексты, и у них проконсультироваться. Дело в том, что все равно, вот пока есть еще тот этнос, который очень хорошо воспринимает слова и тексты, все равно это немножко, ну, мы как бы, конечно, уже привыкли к части произношения, что всегда неправильно произносят, но хотелось бы правильного произношения. Ну, вот такое небольшое замечание. Здорово. Это вот как раз характерный как бы колористический акцент тоже, когда мы видим у людей других национальностей, то есть я говорю на русском языке, Сергей о хакасском языке. Действительно, когда мы встречаем человека, который говорит там: «Здравствуй, дорогой, как я тебя давно не видел, как дети, как жена». Вот, и мы сразу понимаем, откуда этот человек. Но тем не менее, скажем, смысл понятен. И я думаю, что, конечно, это работа говорит, скажем, работает таким образом, то есть это будет говорить о культуре человека там, и так далее. Что касается музыки, да, сначала было слово, а потом музыка. Музыка призвана поднять слово, не утопить его, а поднять. Поэтому, конечно, часто я сам занимаюсь аранжировкой, тоже понимаю, что иногда мы, музыканты, в большей степени любим музыкальные инструменты и слишком много, скажем, всяких линий проводим. А в общем-то нужно, конечно, задача высветить слово. Ну, я тоже, скажем, хакасский язык знаю только на уровне самых важных слов. Это, скажем, изен, изенер, там, алгыс. И естественно, что, скажем, до свидания, спасибо, такие вещи. Так, и опять же, всегда, допустим, делая аранжировку, я просил подстрочный перевод. Почему? Потому что это дает возможность мне тоже, скажем, сосредоточиться и создать
исходя из поэтического текста, который есть. Ну, конечно, с хакасского на русский, равно как с русского на хакасский, не бывает аналогичных переводов, они близки должны быть. Но, тем не менее, по смыслу, по ударению, допустим, слова, ударение должно быть правильным, то есть и в музыке тоже должны быть эти акценты правильными. Хотя есть и игра акцентов. То есть я за то, чтобы в аранжировках, скажем, да, которые вы делаете, слышно было не только там большой барабан, который тук-тук, или там тук-тук, а остального нет. Важно, чтобы басовая нота там бэм-бом, бэм-бом прозвучала. И фортепиано аккорд поставила, чтобы солисту было удобно петь. Потому что сегодня был такой прецедент, что звучит аранжировка, человек поет, тональность непонятная, мы даже сами с трудом ноты там различаем. Вот, собственно говоря, все, если есть вопросы, то потом задавать. Николай Иванович, сейчас я минуточку, он главный аранжировщик, да, вот пользуясь возможностью, я думаю, что вы запомните Николая Ивановича, он не только чтобы речи складно говорил, чтобы вы могли к нему обратиться с профессиональной аранжировкой. Я надеюсь, он не откажет, чтобы те слова, которые он сказал, чтобы в новых песнях, вот Раиса Сельбекешева, там, кто у нас, Мария Иннокентьевна, руководители там с мест, Николай Иванович, обращайтесь. Во всяком случае, проконсультировать он всегда по фонограммам сможет. Так же, Данил Иванович. Добрый день, дорогие участники. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и родители. Разрешите поздравить вас всех с состоявшимся праздником. Я думаю, что конкурс наш сегодня удался. А тем, кто не прошел сегодня, вы, ребята, не отчаивайтесь. Пусть это будет самым большим горем в вашей жизни. А вообще я хочу от себя лично и от всех членов жюри поблагодарить вас за вашу проделанную огромную работу. Огромное вам спасибо. Вы все, безусловно, талантливые. У вас был отборочный тур. Вы все голосистые. Просто я сегодня порадовалась. Ну, надо же, какие у нас голоса в республике. Еще раз говорю, не отчаиваться всем тем. Конечно, преподаватели, обратите внимание на уроки сольфеджио. Не хватает. Над дыханием, над правильным дыханием, над чистыми гласными поработайте. Вот. Интонация, конечно, у многих пострадала сегодня. Ну, это волнение, это понятно, конкурс идет, и мы много теряем. Надо работать в классе, где вы работаете у себя, на все 300%, чтобы 100% вынести на сцену. Потому что мы в полноги там, ну, где-то подзабыли, я там, да, я сделаю на сцену, я это вынесу. Ничего подобного, чудес не бывает. Все нужно четко отрабатывать от выхода и до последней ноты, понимаете, полностью нужно доносить. Многие сегодня не донесли, хотя вот чувствуется, есть, там есть, но не донесли. Сегодня был яркий номер, яркий мальчик, пел «Угу», хороший голос, но вот ушки там у нас пока еще не на месте. Вот преподавателям всем четко работать. Все, чтобы ходили в музыкальную школу, обязательно. Вот у меня такое пожелание вам. Ну, а сейчас, наверное, мы будем уже передадим слово нашим ведущим. Спасибо вам всем. Спасибо, Мария Васильевна. Не готовы еще, да? Не готовы. А мы сейчас дадим возможность, я спущусь с микрофоном, чтобы они вопросы задали. Да, конечно. Пока вы спускаетесь, да. Вот. Большое спасибо членам жюри, большие коллеги. Я от себя хочу добавить пожелание руководителя. Вот на самом деле, сказала Мария Васильевна, выходы все, начиная с выхода. И, пожалуйста, хочется большое пожелание. Не пойте все на авансцене, чтобы мизансцены все выверялись, да, ребятишки замечательные просто. И преподавателям всем приезжайте, наши двери всегда для вас открыты. Отдел народного традиционного творчества в Центре культуры и наши мэтры никогда никому не отказывают. Поэтому давайте сотрудничать, и чтобы наши дети росли профессионально. Игорь Федорович, пожалуйста, микрофон. Руководителям, родителям. Кто задавать вопросы у кого-то? Я могу. Пока у нас готовятся дипломы. Да. Задавайте, не стесняйтесь. Изображать, да?
Вот Ираида Захаровна сказала, да, вот руководители, вы не стесняйтесь, обращайтесь. Вот Лена Самсоновна здесь? Подходите, мы всегда рады, там по мелодии немножко может помочь, чтобы правильно выучить песни, да, некоторые мелодии почему-то неправильно выучены. Вот я имею в виду в своих песнях, которые были, да, всегда рады помочь. Поэтому центр Кадышева здесь за сценой в любое время приходите. Может, по репертуару, по манере, по аранжировке. Вот Николай Иванович есть грамотно, профессионально может вам тоже помочь. Это как бы работа на будущее с сентября, потому что начинается новый цикл, и мы хотим с вами сотрудничать более тесно. Вот на местах Ширинский, Орджоникидзевский район, Таштык, есть люди, которые... Вот Ущуль почему-то в этот раз они не участвовали на наших отборочных. Тоже вопрос будет к управлению культуры российскому, почему они не участвуют, хотя там очень много талантливых людей. Но готовы вопросы какие-то задать? Дело в том, что мы дошкольники. Нам бы очень хотелось тоже как бы ваши песни петь, изучать, но мы не можем никак найти качественную фонограмму для наших ребятишек, для дошкольников именно. Где можно ее взять? Подскажите. Во-первых, есть центр Кадышева, да, вот где вы находитесь, да, и можете подойти, я могу вас свести с аранжировщиками. Один из самых маститых вот стоит Николай Иванович, который делает аранжировки, можно к нему подойти. Если у него есть в ближайшее время свободное время, или вы договоритесь, он профессионально может вам сделать. И так сделать, чтобы удобно было петь, да, вот такие малышки у нас. Вы же видели, да, вот сейчас выступали, там малышки должны были выступать. Вот. Ну, тоже вот в репертуарном плане, какие-то что-то такое можно. И есть другие аранжировщики, там разные, чтобы не был один только аранжировщик и один автор. Должны быть разные авторы. Поэтому цель проведения нашего хакасского отбора, и особенно у нас нехватка этого репертуара, хочется действительно, все, кто пишут, писали бы, а мы бы распространяли эту песню. Издать тоже не всегда получается, но мы бы хоть так бы в ручном виде или как-то. Игорь Федорович, еще, да, вот ответьте, пожалуйста, что по репертуару, чтобы по номинации, вот у нас номинация 6-9 лет, да, 10-13, есть произведения, песни вот такие, да, где ребенок не выбирает, ему не подходит по возрасту эта песня. Множество у нас песен, много композиторов, поэтому обращайтесь, пожалуйста, чтобы подбирали репертуар по возрасту. Но мне от себя лично хочется спасибо большое сказать Раисе Сербегешевой. Девочка замечательная, да. И уже у вас прослеживается уже, да, вот преемственность поколений, вот как пела Вика эту песню Бурунгова Батаса. Сегодня девочка, но она достаточно, вы видите, как замечательно справляется. И опять же, знание языка помогает в песне. Я хочу сказать, Игорь Федорович, заведующий отделом традиционного хакасского творчества, второй этаж за сценой. Мы с ним на сегодняшний день в одном кабинете, поэтому, пожалуйста, по репертуару можно обращаться. Вопросы еще задавайте пока. Давай. Детский репертуар от 6 до 12 лет. Кроме вас, Игорь Федорович, еще кто пишет? Вот, к Раисе Сербегешевой можно подойти. С Николаем даже, да, отчество забыл наше. Николай. Егоровна точно. Вот Раиса Егоровна, вот к ней можно подойти. Потом, кто у нас, кто у нас еще? Есть у Нины Викторовны Катаевой детские песни. Катаева. Есть, пишет Аршанова. Антонина Аршанова. Егоровна, вот она пишет, живет в городе, ее тоже через нас можно найти. Потом, кто у нас? Сергей Толмашов, Верхосхизи пишет. Вот. Но он был бы для более старших, может быть, у него и для младшего возраста есть тоже. Вот. Ну вот, не так-то у нас и много авторов, поэтому, ну, тоже можете через нас, но вы это видите, я вам подскажу, если насчет репертуара. Нам Светлана Михайловна на репертуарном огромном, на сегодняшний день все, что есть у нее, все есть. Еще вот касаемо детского репертуара, да, у нас очень много, то есть достаточно, есть сборник детских тахпахов.
это мы должны практиковать и применять, да, чтобы дети пели тахпахи, вот, допустим, вот эстрадные обработки, рок, джаз. Тахпахи у нас для этого просто они подходят очень хорошо. Детских тахпахов очень много. В сборнике Клары Филовны есть «Щит высыпать». Еще вопросы? У меня, к сожалению, вопрос такой кадровый был. Усть-Абаканский район, сельский дом культуры, Алрайка. У нас очень маленький штат, да, но есть желание, есть у нас руководитель, который, к сожалению, сегодня работает всего лишь на 25 ставок. Я считаю, что это, конечно, и привозить детей. И вот мой такой вот вопрос, пусть пока у нас не решаемый, потому что когда я подавала заявку, мы как-то можем вот через Абакан решить этот вопрос по кадрам, да, именно по вот национальной политике, культуре, вот такой вот вопрос. Потому что у нас есть человек, который работает, который хочет работать, закончила колледж искусств наш Абаканский. Можем порекомендовать, конечно, там это поучаствовать в этом вопросе. К сожалению, действительно. Но я другое могу сказать, что, вот смотрите, у вас в Усть-Абаканском районе традиционно есть конкурс «Зажги свою звезду» там, да, или там лет 20 с лишним. Поют дети на русском языке. А когда мы переходим этот уровень и начинаем участвовать в детский голос, там еще какой-то на канале «Звезда», какие-то международные конкурсы, мы начинаем понимать, что мы интересны там, на Западе, своеобразием своей территории. И поэтому вот данное направление вполне может более массовым быть у вас. Вот сегодня девочка показала из Абакана, да, вот Сергеева спела. Смотрите, да, вот, пожалуйста, участие. А у вас, вот, ну, и к нам обратитесь, вот там мы с вами общаемся, да. Еще есть вопросы? Насчет этого, Певцова. Я вот любила, мы песни все ставили, да? Хотелось бы новые песни. Ну, понемножку. Хотелось бы новых песен больше, не особо. Весь район. Бейский район, вот смотрите, Угусарны пели. Они всем свежим репертуаром владеют, они очень активные. Если вы поактивничаете, мы поможем вам. Обращайтесь. И по поводу фонограммы, да, чтобы, видите, чтобы вот вы как заказываете, у вас ваши музыканты, да, они ноты написали, там отдали аранжировщику. И аранжировщик делает фонограмму на свое усмотрение. Там, в силу своей фантазии, как он представляет. А нужно четко представлять, как вы хотите, в какой манере, в каком темпе, да, быстро, медленно, какой там колорит, какие инструменты должны, не должны, да. И все четко нужно знать, когда заказываете фонограмму. И фонограмма на сегодняшний день, сами понимаете, самая дешевая для начинающих 3000 стоит и 3-5000 фонограмм. Вот вы должны знать, вот, когда мы талантливым нашим детям, руководителям говорим из деревни, когда говорим 3000, они с ними плохо становится. Но жизнь у нас такая. Все стоит денег, понимаете? А аранжировки, фонограмма, обращайтесь, чтобы вот некоторые песни, да, вот выходят дети на конкурсе, поют песни, да, которые нужно выразить, они, допустим, суетливо поют. Песни нужно, чтобы донести, не надо там суетиться, там и темп должен быть, и там состоит много. Сценически, сами понимаете, да, это и произношение, и сценическое мастерство, и изнутри должно, чтобы выдать так, чтобы до вас донести. Поэтому тоже я только могу сказать, вы не спите до последнего момента, обращайтесь, сентябрь начнется, приезжайте, будем думать, что за лето еще поднакопится материал, и мы найдем какую-нибудь одну-две. А потом есть же песни вот, тахпахного плана, стилизованная в народной манере поют дети, да, вот тахпахи. Там много чего можно, если искать, репертуар можно найти песни. Да. Так, наши организаторы... Я
Я имею в виду Ты уже подтягиваешь. песни в тахпахной манере. Это немножко разные вещи. Вот тахпах, да, в традиционной форме усложняется, там какие-то вокализы, да, там включаются, какие-то даже куплетно-припевные варианты бывают, там разные контрастные темы. Сейчас это все развивается. Если вы слышите, там, голос смотрите, да, даже русские народные песни, видите, как начали петь. Там такие сложности, чтобы на конкурсе чего-то завоевать. Вот, пожалуйста, тоже в русской манере поют. Вот у нас вполне... У нас некоторые пробы уже есть. Вот вы на «Голосе» были в этом году? У нас был «Голос» конкурс молодежный. Вот там вот эти песни звучали новые. Там и блюзы звучат хакасские, и там и всякое разное в виде эксперимента. Очень интересно. Еще есть вопросы? Ну что там, уже готово, да? Да, Игорь Федорович. Ну все, наши организаторы. А может пригласим членов жюри на сцену? Еще раз, пожалуйста, прошу вас, пожалуйста. Итак, торжественный момент. Все участники и руководители готовы. Ну вот, наконец, наступил самый торжественный, волнительный момент награждения наших участников. Номинация 6-9 лет. Дипломом участника награждается Трошкина Рада, Ширинский район, руководитель Наталья Евгеньевна Калинина. Аплодисменты ваши. Аплодисменты, аплодисменты. Все фотографы, все камеры, настройтесь, успевайте. Подождите, пожалуйста, не убегай. Медалью награждается Рада. Медаль. Помогите, пожалуйста, вот медаль, она сама, она самостоятельная, да. Медаль это из чистого Медаль золота. из чистого. Что? Рада Трошкина. Ой, Запомните. молодец. Продолжай. Успехов тебе. Самая юная участница Софья Самарина. Дипломом участника награждается детский сад «Золотая рыбка», руководитель Татьяна Александровна Машинец, Оксана Евгеньевна Шинкарева. Ой, какой костюм, какой. Поздравляю. О, фотографируйте, это пойдет в газету «За Родину». Поздравляю. Успехов и в дальнейшем, чтобы участвовала каждый раз. Дипломом второй степени награждается Табаргина Аня, Кызласовская детская музыкальная школа, Аскизский район, руководитель Виктория Сергеевна Бурнакова. Очень артистичная такая медаль. Поклонись. Это диплом лауреата второй степени. Лауреата. Это же победители. Аплодисменты так не встречают победители. Дипломом первой степени награждается Кызласова Катя, Калининская школа, Аскизский район. Раиса Егоровна Сербегешева, руководитель. Она замечательно пела такую песню Грунтова Бата. Иди смелее. Вот. Катюша нынче пойдет в музыкальную школу, и мы ее еще увидим, надеюсь. Поздравляем, Катя. Молодец. Вот телефон. Видишь, как победительница. Там приедете, там есть аскизское телевидение. Туда придите, чтобы вас отсняли, показали. Дипломом лауреата третьей степени награждается Бастаев Тамерлан, Есинский ВК, руководитель Андрей Бастаев. Аида Тамерлан. А где Бастаев Тамерлан? Бастаев Тамерлан, племянник известного певца Андрея Бастаева. А где дядя? Что-то забрал. Он, видимо, на маршрутку убежал, уже у них один же только автобус ходит в Полтаково. Ну, Есина, да. Да. До 1 мая, да, господи, до 1 Практически не доехать Так, потом. Диплом.
Да-да-да-да. Вот всех, кого уже вручили, да, мы просим подняться здесь вот на сцену, чтобы на вас можно было посмотреть. Любоваться, оставайтесь здесь. Иди сюда. Дети, оставайтесь на сцене. Дипломом участника награждается Соколакова Валерия, Кавказская национальная гимназия-интернат. Соколакова Валерия, руководитель Елена Самсоновна Толмашова. Вместе с тобой. Елена Самсоновна, вы здесь? Бегом, Елена Самсоновна. Елена Самсоновна, подождите, да? Дипломом участника также награждается Алина Павлушова, Кайпальская ДК. Руководитель Кочелоров Вячеслав Петрович. Елена Самсоновна, пройдите, пожалуйста. Поздравляем тебя. Вот тебе медаль. Проходи. Дипломом участника номинации 10-13 лет награждается Сагаякова Ксения, Бийский район. Руководитель Аршанова Галина Петровна. Дипломом участника награждается Алексей Мункин, село Горюново, Орджоникидзевский район. Очень эмоционально пел. Очень эмоционально. Да, молодец. Дипломом участника награждается Рыбина Малика, село Курган, Ширинский район, руководитель Ирина Тургалиева. Дипломом участника награждается Баркаяков Аляс, деревня Горюново, Орджоникидзевский район. Вот, Бардаяк. Как чувствуется Бардаяк? Как Баркаяков, так Баркаяков. Поздравляем. Молодец. Дипломом третьей степени награждается Анжиганов Павел. Бийский руководитель Лариса Алексеевна Шурбаева. Арам Кузулболман Муцеле. Гусаровна. Молодец. Дипломом второй степени награждается Баркаякова Настя. Абаканский дворец молодежи. Руководитель Виктория Дипчикова. Дипломом первой степени награждается Аюшина Азарика, Алтайский район. Руководитель Марина Викторовна Ахмина. Вот молодец, Азарика, бегом на сцену бежит. Поздравляем. Дипломом лауреата третьей степени награждается Рыбина Манежа, село Буркал, Ширинский район. Поздравляем. Успехов тебе. Мы думаем, она еще тебя проявит, да? Как и все остальные, конечно. Аплодисменты еще раз ваши.
школы гимназии. Руководитель Елена Самсоновна. Молодец, Эмма. Поздравляем тебя. И ждем на следующих конкурсах тебя. И я думаю, что когда они подрастут, будут уже участниками «Голоса Ün», да, который проводится традиционно у нас в конце апреля. И дипломом лауреата первой степени награждается Сергеева Ирина. Поздравляем, молодец. Молодец. Георгий Хаджи, да? Ну, конкурс есть конкурс. Тадар баллар, пустым тадар тілі қайдалар. Дипломом номинация 14-17 лет, да? Дипломом участника награждается Саражаков Александр, национальная гимназия. Руководитель Елена Самсоновна Толмашева. Александр себя проявит на «Голосе Ün». Я думаю, что он подготовится и даст потенциал. Огромный успехов желаем. Не расстраивайся. Ну, дипломом первой степени награждается Турокова Аяна, руководитель Виктория Демчикова. Аяна, Тавра, Тавра. Аяна, первый степень поздравляю. Думаю, что это начало. Да? Будешь участвовать в следующих конкурсах. Так, голосистые девчонки, какие тембра красивые. Дипломом лауреата третьей степени награждается Тян Марина, руководитель Марины Иннокентьевна. Марина, а где сами участники? Уехали, что ли? Экзамены. Марина Иннокентьевна, так держать. Поздравляю, Марина Викторовна. Вот что значит школа Жарков. Жарковская школа не прогибается. Дипломом лауреата второй степени награждается Марина Гекевна Диденко Кристина. Может, ты тут останешься уже? А что такое грустно, Кристина? Надо улыбнуться. Кристина Диденко, поздравляю. Дипломом лауреата первой степени награждается Капсаргина Алина. Всего раз. Руководитель Виктория Сергеевна Бурнакова. Алина, поздравляю тебя, молодец. Как отметили все члены жюри, очень тонкое исполнение и владение, конечно, языком. Это замечательно. Но мы переходим к номинации ансамбли. А куда у нас пошла солисточка? Ну, это солистка, тут тоже знаете. Наверное, к А петушкам. Шамкова, да. Петушкам поправим. Сцена. Дипломом лауреата второй степени награждается ансамбль «Кюмюстер», Аскийский район. Руководитель Анастасия Даниловна Торокова. «Кюмюстер», девочки, прямо бегом. С дебютом вас. Поздравляем, молодцы. А что такие грустные? Надо улыбаться. Лауреаты второй степени. Это же здорово. Смелее, девчонки. Возьмите медали. Вокальное трио село Белый Яр, Алтайский район награждается дипломом лауреата первой степени.
поднимите руки. Лауреаты первой степени, чуть-чуть вперед. Вперед. Дорогие участники, для вас специальный приз от Министерства образования и науки для лауреатов первой степени, специальные призы. Пожалуйста. Организаторы замешательства детского. Ну дарите всем призы, всем, они все достойны. Дорогие друзья, ну и сейчас, традиционно, мы думаем, что этот конкурс у нас состоялся, был очень хорошим, теплым, таким значимым. Для вас сейчас песня, финальная песня в исполнении солиста студии «Час-Канат». В добрый путь, «Час-Канат». Ребята, крепких вам крыльев, большого вам роста на этой сцене. Желаю вам терпения, доброты, тепла. В добрый путь, «Час-Канат».